Громкое и скандальное разоблачение Эмомали Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о золотой комнате президента. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В последнее время в сети интенсивно муссируется тема о сбежавшем президенте Афганистана, который обворовал страну и, набив самолет деньгами, скрылся в небе. Люди сейчас проклинают своего лидера, ведь он бросил их в самый сложный момент. На фоне этого всплыла информация также о том, что Эмомали Рахмон тоже имеет запасной план на случай побега. Не секрет, что Таджикистан уже полностью стал личной страной Рахмона и его семьи. Семья Эмомали Рахмона захватывает Таджикистан, должности, предприятия и заводы, а сама республика становится все больше похожей на центральноафриканские диктатуры или средневековые монархии. Но воспоминания о гражданской войне и переворотах не дают покоя президенту. Всплыла информация о том, что у Рахмона дома есть каморка, в которой есть все необходимое на случай побега, начиная от сумок с деньгами до липовых документов. Сам Эмомали Рахмон и вся его семья вовлечены в коррупцию таких масштабов, что доходы этой семьи превышают доходы всего Таджикистана. Об этом рассказал источник, лично знающий семью. Как вам такое откровение? И верите ли вы в него? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также он поведал о том, что Рахмон тайно купил себе огромный особняк для себя и семьи. В какой стране, к сожалению, уточнить не удалось, но есть реальная информация о тайных заграничных счетах Эмомали Рахмона. Все члены его семьи имеют хороший запас, чтобы в любой момент покинуть страну, и почти у каждого члена семьи Рахмон есть место жительства за границей. Так чего же на самом деле боится Эмомали Рахмон? Это болезненные отклики гражданской войны или план, в котором Таджикистан и таджики лишь средства для заработка? Ведь обидно будет бросать такой бизнес, как Таджикистан. Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!